Ну что, друзья, последние штрихи подготовки. Пошел дождь. Опять туча, блин. Ладно, сейчас буду паковаться. Все надо укомплектовать так, чтобы мои 3 километра прошли налегке. Это новые палочки. Будем их ставить на... Как закидушки в кустах, ребят. Видели, да, что нет возможности там закинуть доночки. Поставим пару палочек. Так, это у меня тут фонарь. Здесь фонарь. 2 фонаря. Здесь powerbank, зарядки для камеры. Дальше здесь у нас комплектуем. Что комплектуем? Такое не слишком тяжелое, чтобы можно было положить. Пленку надо будет. Взял пленку от старого парника. Это надо будет положить. Тут катушки, снасти. Короче, ребят, топорик взял. Мамка коры достала, блин. Ну, конечно, таежник должен найти ее на месте. Ну и бушлатик. Новый бушлатик, ребят. Энцефалитный, с капюшончиком, с воротничком. Ночь холодная, надо будет брать. Сейчас это все комплектую по рюкзакам. Получится 2 рюкзака у меня. Тут перчатки, катушки отдельно. Ладно, положим кору, так и быть. Собираться с мамой это очень тяжело. Потому что как на войну отправляет, короче. Все переживает, то что волки. На днях сосед видел 3 молодых волков в кустах, вон там. Короче, не знаю. Все переживает, что волки, не волки. Ну, волка боятся в лес не ходить. Хотя сам попадал на волка. Неприятная ситуация. Так, здесь дождевик у меня. Короче, сборы, ребят, ладно. Че, все понятно, канитель. Пробираюсь вдоль реки. Не знаю, по прогнозам, как будто бы дождь. Посмотрим. Ну, взял клеенку, короче. Взял у меня хороший дождевик. Большой. Нормально будет. Сырым не буду, просто в плане костра. Уюта возле костра, я имею в виду. Само собой, если зарядит на всю ночь, то это хана, блин. Там уже настроения нету, и рыбалки никакой нету, потому что дождь. Ну, прям, я думал, в этом году уже эти палочки не обкатаю. Ну вот, пригодятся. Надо будет еще собрать их. Короче, делов море, ребята, не успеваю. Все, уже 5 часов темень. Север. Что делать? Зимой так вообще уже 2:30 и темно. Короче, вот так. Так, лишь бы не навернуться здесь. Опа. Нормально. Фу, ребят, добрался до устья Визинги. Впадение в Сысолу. Такой шиповничек классный. Ребята, вот я лет 10 назад здесь вот этого не было ничего. Здесь был берег, стояла одна сосна и все. Сейчас просто целый лес. Охренеть. Да, быстро все это. Ну как быстро? 10 лет это время.
Что-то, ребят, поднабрал так тяжело, блин. Рюкзак неудобный. 2 рюкзака на одном висит. Получается, тяжесть на один рюкзак. Лямки тянут, блин. Но я уже добрался до большой, еще немножко. Я на месте. С километра осталось. Тяжело. Спотел, блин, весь. Охренеть, блин. Вода еще поднялась. Сзади видно. Так, может какую-то отметочку поставить. Блин, никакого. Давайте палочку поставим. Главное не забыть. Опа. Потом посмотрим. Пробираемся. Ребят, финишная прямая. Сейчас буду смотреть, куда мне упасть в кусты. Сделать навес там. А с дровами уже буду конетелиться позже. Ходу с фонариком уже. Вот вижу, какие-то сушины стоят. Вот к ним надо ближе. К ним надо ближе. Там смотреть все. Костер надо. Не только согреться, но и от волков наших, которые уже надоели. Где-то здесь сделать лагерь. Сейчас потом посмотрим. Опа. Все сырое, конечно, после таких дождей. Как будто суховато и нормально. Ладно, сейчас пройдемся. Надо будет сразу поставить донки на вооружение, так скажем. Подвесить колокольчики, пока светло. Ну и потом заниматься уже. Вот, сухая, нормально. Бутылочки, как всегда, разные. Везде они есть. Сожгем все. Такие непонятные. Но есть сухие вот. Надо будет смотреть. С дровами больше никак. Вообще не вариант. Вариантов нет. Ладно, сейчас беру черви, беру колокольчики. Иду до места. Ставить колокольчики. Поднимать донки. Также веточку. Так, утром я вот эти донки переставлял. Да, вода прибыла. Такая веточку. Выматываем донку. Охренеть, донка вся возле берега. Не лады. Травы много, что ли. Чаще надо будет перебрасывать. Что там за хрень такая, не могу понять. Столько травы, что ли, набило. Течение туда уже. Да, травы, ребят, дай бог, смотрите, целый кусок. Ну, когда буду ходить, проверять, намного меньше будет. Не так будет сносить. Вот. Достали доночку. Короче, ребят, сейчас пока возня будет со всем этим делом. Жик, 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 жик. Колокольчик. Ближние донки, ребят, ставлю. Колокольчики такие не сильно звонкие. А на дальние поставлю такие уже нормальные. Вот. Ну все, ребят, сейчас перезаряжаю.
и идем на лагерь. Ну все, вроде, ребят, сделал дела. Первый раз так рыбачу по колено в воде, в кустах, в траве. Очень сложно забрасывать донки. И вот та донка что-то дребезжит. Кто-то звонит, как обычно. Не успел поставить, ребят, что эта донка звенит, что эта донка звенит. Хотя на обоих был налим. Я вчера в такое же время, когда уходил, уже на ночь оставлял донки. Забросил, получается. Неужели это мелочь? Или налимчик уже вышел? Непонятно. Ну, как будто, да, мелочь. Непонятно. Это звонит, это звонит. Ну, я думаю, рано еще для всего этого дела. Пойти надо лагерем заниматься, ребят. Все уже темнеет. Времени у нас уже все в обрез. Ну, что-то дергает. 14 минут 5. Через полчаса будет темно. Погрузимся в полную спячку, ребят. До самого утра. Ну вот. Да. По кустам ночью пробираться будет тяжеловато. Так вот, мои вещи. Темнеет уже. Надо быстро доставать вещи, смотреть местину где-то ближе к реке, чтобы слышно было колокольчики. А те донки я так просто ходить будет ночью. Блин, глаза здесь оставишь. Глаза точно оставишь. Ну, здесь такое вот место. Здесь можно сделать навес будет. Взял пленку с собой. Пленка большая. Как раз можно сделать навесик хороший. Укрытие от дождя так. Но это пока в сторону. Пока не до этого. Надо разгребать. Так, это у меня снасти. Катушки у меня. Так, это удильнички. Закидушки. Хотел дома сделать, да, не успел. Бушлатик мой. Повесить надо куда-то его. Пока вот так повешу. О, пригодится по-любому. Термос. Кофе затарил. Пока. Ну, тут кухня. Такого основного ничего нету. Здесь у меня что? Так, топор. Топор сейчас нам понадобится. Ну и там всякий раз за дождевик. Ага, что-то уже светится. Ну-ка, иди-ка сюда. Я вам дам светиться. Нельзя. Андрюху в темноте нельзя оставлять ночью. Фонарь сразу достану сюда. Так, ну что, вырубаем что-нибудь, зажигаем и так далее. Летом хорошо. Белые ночи. Не темнеет. А осенью все хорош. Надо вообще приезжать с утра, наверное. Пока лагерь сделаешь, пока что. Чтоб нормально себя чувствовать. Дровишки кустами буду топить. Больше нечем.
Голову береги, Андрюха, голову береги. Так, потихоньку буду рубить. Зато ночь пройдет быстро. Зато ночь пройдет быстро, ребят. Дрова сырые, блин, хреново. Походу за ночь тут весь палисадник выкашу. Так, достаем турбопушку нашу. Штатив не потерять. Так, где у меня турбопушка? В носках. Так, и баллон где-то. Таблетки тут. Надо убрать их в пакет. Пьеза почему-то сломала. Не всегда срабатывает. Короче, сильно не думаю. Зажигалку беру, да, зажигалочкой. Бам, распалил ее. Вот и вся любовь. Так. А здесь у нас кора. Коры возьмем. А это мало ли дождь. Нам этого не надо попадать здесь. Ладно, сейчас разжигаю. Что-то поменьше, да по суше. О. Главное растопить все это дело, а потом нормально будет. Потихоньку, помаленьку заживем здесь. Потихонечку. Нам не привыкать. Ну вот, ребят, что-то вроде получилось. Еле-еле все сырое, блин, после таких дождей. Ну, главное растопить, сделать много углей, растянуть костер, и уже тогда нормально будет. Они потихоньку и будут гореть, и сохнуть, и нормально. Вот тема нормальная, без нее вообще сейчас никуда. Тем более такие у нас сезоны, блин, летние. Солнца не было вообще. А он штука выручает, вообще классно. Вроде распалил, ну и нормально. Ну и все потемнело уже, ребятки. Опять туча идет. Пасмурно, из-за этого еще темно. На камеру уже, наверное, не видать ничего, фонарь придется доставать. Как обычно, ребят, за прибытие 100 грамм кофейку. Что-то уже все падает, ломается. Ну да, этот термосок у меня самый первый, самый старый. Все сырое, блин. Надо, придется кусок пленки отрезать будет, чтобы сделать сидушку какую-то. Чтобы как-то тут нормально себя чувствовать. Ну вот, с костерком поприятнее уже.
Ваше здоровье, господа рыболовы. Погружаемся в 13-часовую темноту. Ну и за рыбалку. Отлично. Ну, вот так получше, ребятки. Рожок, короче, вот этими пустыми бутылками. Нормально, они плавятся потом. Обтекают и загорается. Надо, главное, углей сейчас создать по бане, чтобы было. И все. Все будет огонь. Все будет ништяк. Нормально. Ну вот, ребят, угли у нас теперь есть. Теперь можно кидать всякое безобразное, то что натащил тут и сырые, и кривые, и большие, всякие разные. Все сгорит у нас. Вот, сырые. Нормально. Такая ночь будет физическая, скажу. Потому что один. Постоянно, наверное, и костер не прозевать. И к доночке сходить проверить. По кустам этим сейчас, тяжело будет. Нормально, короче. Вот у меня тут сырая есть. Короче, натаскал всякой херни. Ну это вон, так, на раз-два. Быстро это все заканчиваться будет. Такая уж рыбалочка, ребят, монолима осенняя. Нормально. Так, что у нас по времени? По времени у нас часов 5, наверное, уже. Ровно еще, причем, ребят, 5 часов. Надо сходить перезакинуть и уже ждать поклевочки на лимнях. 5 часов уже на лемяхе гуляет. Дождь моросит. Зараза, туча такая большая пришла. Донки перезакину. И срочно навес надо делать. Потому что у меня уже бушлатик он сыроватенький. Ну, думаю, сейчас за полчасика я успею все сделать. Вот так контрольная перезарядка. Ну, раз 5 пройду, тропа будет набита, уже буду ориентироваться нормально по донкам. Уже будет нормально. Снег пошел. Пошел снег. Сейчас закину и уже через час только проверю. Так, добавлю, ребят, червячков. По одному, наверное, экономлю вообще. Я не знаю, закидушки закидывать нет. Боюсь, что не хватит мне на ночь. Потому что слишком маловато. Вообще капитально зарядил. Раз. Кстати, вот на эту донку, ребят, попался кабанчик нам сегодня. Эта донка у нас счастливая. Ее будем называть. Забрасывать надо будет вот так далеко, через кусты. Опа. Ну, вроде натянул. Трава не дает лески слетать быстро. Надо сильный рывок делать. Тяжело. Сделаем навес, наверное. Как-то, блин, смастерить надо. Ветер у нас туда. Значит, где-то здесь мы обустроим сейчас себе богадельню. Лишнее уберем.
Все сожгем также. Лишнее убираем. Костер, сразу не отходя от кассы. Так. Ну тут между этих накроемся. Пленка большая, можно сделать большой навес. Такую стеночку сделаем, ребятки. Ну вот так, ребятки, сильно не заморачивался, такую здесь сделал стену как бы, не навес, а стену большую, с этой стороны. Ну здесь уже можно обустраиваться будет, ложить вещи, ничего у нас не намокнет, а дождь он капитально заряжает, зараза. Так, ребятки, ну что? Что-то надо перекусить, наверное, да? Там где-то у меня пирожки были. А мы сейчас просто согреем на сковородке. И все будет ништяк. Есть у меня сковородочка походная. Все знают, что я люблю заморачиваться по кухне. Сейчас чайку попьем. Где-то я брал выпечку. О. Чебуреки, ребят. Один. Ну и для гостя. Мало ли кто придет. Тоже приготовим. Ну-ка. Пакетик сейчас пока кидать не буду, пока готовлю. Кофейку для рывку, а потом уже чая попьем на костре. Охота уже Чайковского кострового. Вот, конечно, пятую точку некуда прикинуть. Вот это палево. Это нифига не хорошо. Надо что-то думать. Какой-то пень рубить, что ли. Стульчик ничего не взял. Низ специально не закрыл, ребят, чтобы не завоздушивало. Воздух гоняло. Обычно до полу делал иной раз. Завоздушивает и весь дым, короче, в тебя. Плохо. А так вроде и так хорошо. И так хорошо. Ну, 5 минут и вуаля. Даже поджарились мальца. Ну-ка. Ого. Бомба. Ну, ребят, приятного аппетита. Перекусим немножко.
что, ребятушки, дождь то идет, то не идет, непонятно. Ну, костерок нормально, сделал угли, сейчас переживать не на чем. Сейчас потаскаю немножко опять, накидаю дровишек. Ну и пойдем, наверное, перезакинемся. 6 часов, без 15. Пока тишина, ну, ни звоночка, ничего. Ну, рано еще, ждем, само собой. Я, в принципе, даже сейчас не заморачиваюсь, скажем так. Ну, это осень поздняя, 24 октября. Вот так, так что дровишек кидаю. Ну, сходим, сейчас перезакинемся, наверное. И я думаю, одну закидушечку, наверное, сделать надо будет. Потому что, ну, не знаю, вроде как будто планирую, что хватит червей. Посмотрим, короче. Там просто чуть выше вот пляж, мне вот туда интересно поставить, а дон куда не закинуть. А закидушкой можно будет через кусты перебросить. Там как бы есть такой закуточек. Сегодня утром проверялся. Так что дровишек кидаю и, короче, сходим. Потихоньку тропу набиваю. Нормально. Просто поздняя осень, ребят, ну, налив может и с вечера выйти. Так что вот так. Ну, я вижу звезды, ребят. Ясно будет, холодно. Но это благо, что дождя не будет. Это меня уже радует. Как в джунглях, ребятки. Налим в кустах. Ну, каждый час проверочки, ребят, в принципе, достойно. Все радует. Немножко травы. Червя вообще вот перестала есть. Все, мелочь отошла. Ну, уже видно, что поздняя осень. Мелочь отошла. Но днем все равно еще нет-нет гуляет. Сейчас уже добавляю конкретно червей. Все. Сейчас уже, ребят, можно ожидать налимяху. Единственная трава, да, с кулак где-то. За час кулак набивает. Понятное дело, что прибывает. Прибывает неплохо, причем. Ну, это мелочи жизни. Налим жируют. Мы сегодня это видели. Бьет полностью и белую рыбу, и налимчиков кушает. Крупный налим. Так что нормально. Единственное, то, что вот забрасывать. Смотрите, ребята, у меня колокольчик вон там. Я выхожу аж на 5 метров. Мне надо пробросить вот это все. Опа. Отлично. Все получилось. Это на кусты лупанул, бля. Ориентир не понимаю. Вот так. Ориентир не понимаю. Звезды. Классно. Че, волк, иди сюда. На нахуй. Да не, ребят, это опасная тема. В республике у нас было уже нападение. Причем с летальным исходом. Так что базарить тут нечего. Опасно это все, опасно. Ну да ладно. Потихоньку прорубаю дорогу себе, чтобы было удобно. Вот уже, правда, пенечки остались. Такие. Ну вот так, и дровишки заготавливаю, и дорожку прорубаю. За 13 часов будет у нас тут футбольное поле. Какое место будет рыбакам классное. Ох, ребят, красота. Сижу здесь, кайфую. Определенный кайф. Вот угли есть, вот кидаю ветки сырые, прям с земли беру. Ломаю, что попало. Вон. Синий дым, ребят. Ой, синий огонь. Значит, столько газа в них. Горит просто от души. Нормально. Что, ребят, все-таки решил смастерить закидушечку пока одну. Посмотрим, может потом вторую. Наш любимый крокодил. Ну вот. После того видео, когда я сломал дорогой фидер, все многие писали: Андрюха, ничего лучше нету. Здесь у нас тест, ребят.
показалось. Как будто донка звонила. Так, у нас тест, ребят, здесь. Так, 1,8 метров. 250 грамм. Вот это тест. Тест так тест. Вот таких, ребят, набрать. В принципе, бюджетная, не слишком дорого. Штук 10. И уже будут нормальные донки. Усовершенствованные. Но это опять же 10 катушек надо. Хотя бы бюджетных, там тут же кобру. Ну, донка где-то в рубль будет падать. Одна донка. Это 10 тысяч получается. Это не считая лески, грузов и так далее. Так что 10 тысяч. Ну, минус в них в чем, ребят, то что их переносить. Вот, допустим, у меня пешие походы. Надо вот тащить 10 палок, 10 катушек. А мои доночки, они умещаются просто в пакете. Так, тут у меня леска 0,28. В принципе, на поводке то, что надо. Вот такой нормально будет, даже подлиннее. Возьмем. Сижу тут как абориген, ребят, в джунглях. Такая тонковатая, конечно. Но ничего страшного. Сразу проверим, никаких заусенцев, чтобы не было. Привяжем крючочек. Блин, ну как зарядил дождь-то. Серьезно. Раз, два, три, 4, 5. Продеваем. Вмачиваем. Затягиваем. Отлично. Так, прокусил. Примерно нам вот такой длины достаточно будет поводок. Также делаем петельку. Можно двойную даже. Раз. Или у вас затягиваем. Лишнее откусываем. Так. Все. Теперь петля в петлю продеваем. В основную леску. Петля в петлю. Наш поводочек. Стоять. Запутался весь. Не видно нифига. Сейчас как раз пойду проверяться. Да, вот поставим закидушку. И наберем водички, наверное. Чаечек скипятим. Продеваем узел. Затягиваем. Все. Огонь. А здесь просто вместо одного, ребят, поставлю 2. Раз. 30 грамм. 2. 60 грамм. Карабинчик закрываем. Все, ребят, наша закидушечка готова. 2 грузила и поводочек. Сразу сейчас зацеплю сюда, чтобы дойти спокойно было. И все. Готово. Вот так вот. В стороночку положим. Ну, долбинец сразу возьмем в кармашек. Это по местам. Это по местам. Так. Где-то я здесь, ребят, смотрел место в кустах. С донками здесь никак. А вот закидуху можно закинуть. Ну тут тоже такой
проброс будет неинтересный. Короче, куда-то надо ее замастырить нам. Что-то фонарик китайский уже подсел. Уже не видать. Я знаю, вот тут и сразу свал такой идет. Тут бы недалеко закинуть. Можно бы было. Так, ребятки, дождик то идет, то и не идет. Балаганчик у меня тут скромен. Здесь повесил китайский фонарь. Надел батареечный. Вот так более-менее, в принципе, можно даже на второе положение. Хотя, наверное, вам не видно потом. Вот. Так вот кусты топлю потихоньку. Вот у меня вырубка, делянка, скажем так, моя. То, что, ребята, там говорите, то, что нет, это трухлявые деревья. Они так на себя даже не похожи. Здесь, в принципе, мы с Женькой недалеко рыбачим. Будет местина зимняя, что можно на мотособаке будет заезжать даже. Так что нормально все. Там не ругайтесь, то, что тут вырубка какая-то идет. Это гнилые, ребят, деревья, которые... Ивник вот этот, который, блин, все заполонил. Подхода нету, мест нету. Я сейчас думаю, ребят, что, как сделать. Проверю вот эти приближенные, 9 час. Начинать ожидать налима уже, поклевки. Все-таки только начинается все дело. Хотя я уже здесь с 3. 6 часов, ребят, я уже здесь. А рыбалка, в принципе, только будет начинаться. Ну так, потихоньку продвигаю. Прогорает у меня тут потихоньку. Дальше продвигаю. С этой стороны. Ну, понятно, Макар. Чтобы не перерубать постоянно. Центр прогорает, два края освобождаются. И подтягиваю вот так потихоньку. Как бы сильно большой костер не делал, у меня тут достаточно. А потом сходим, ребят, на дальние донки. Все-таки они уже 6 часов стоят без проверки. Там 2 донки, как вы не забыли. Ну вот типа того. И будем ожидать поклевочку. Чаечек потом скипятим. Короче, нормально. Посидим. Да, вот одному, ребят, то, что не наесть, ты сидишь, ты мысли кидаешь в кучу. И потом их переворачиваешь там дальше. Вдвоем, конечно, повеселее, да? То, что можно пообщаться. Там о чем-то, если тем более там твой коллега по рыбалке или там товарищ, какие-то планы построить. Вообще замечательно. Ну, одному одиночные походы я, ребят, люблю, потому что наедине с тайгой это вообще классно на природе. Кто-то это не поддерживает, кому-то это скучно, по-любому, а вот мне самое оно. Ладно, сейчас схожу, перезаброшу доночки и сходим на дальняк, посмотрим, как там дела. В округе, ребят, как обычно, занимаемся уборкой территории. Но здесь в основном это по большой воде заносит. Вот я вот ветки рублю, видите, ребят, какие грязные руки. Это вот всю большая вода, когда по весне затапливает. И в основном заносит вот эти бутылки сюда. Ну и как раз сжигаю все потихоньку. Все сгорает. И нормально. Чистим природу потихоньку. Ладно. Схожу, перезаброшу. 9 часов. Надо делать вещи. Моросит дождь. Опять пришла туча. Зараза такая. Так, ну я подошел к палочке. Посмотрим, как тут дела у нас обстоят. А, самолет полетел. Кто-то полетел в Турцию. Так, грязь есть. Ух ты, ребят. А тут, оказывается, на лемяха сидел. Вот зараза. Вышел на охоту, ребят. Красавцы. Вышли на охоту пацаны. Пацанские. Вот мне буквально полчаса назад поставил палочку. Но здесь перспективное место, ребят, я сразу сказал.
Ну стой, стой, сопливый. Ну стой, парень, ты чё? Белопузик. Перспективное место. Пляж начинается, здесь свал за кустами. Я его знаю. Ну, так как я здесь часто бывал. Так что как его. Место перспективное. Я и захотел сюда поставить. Но донку здесь не вариант поставить в кустах. А вот. Давай, бродяга, позови такого же, которого мы поймали. Ну вот, первый налим, 9 часов. Как налимом не назовешь. Ну, есть результат. И это радует. Сразу добавляем червей. Так как он недавно, походу, подошел. Но я не слышал, то, что были поклевки. Правда, рубил дрова, может, из-за этого. Добавляем, ребят, червячков. Так что были свеженькие. Все было хорошо. После такой рыбалки, ребят, руки в хлам. Все. Это недельное у меня потом шелушение рук. Потом же руки все в воде постоянно. Такая рыбалочка сложная, трудовая, но это моя любимая рыбалка. Также опять подсвал метров 12. Огонь. Упала. Опять же ставим просто на кусты, потому что вариантов нету. Ну, может быть, килограммовика получится еще вытащить, а вот если крупный налим возьмет, как вот, допустим, то, что у нас попался, то утром после проверок, то тут уже без вариантов. Тут хрен я его вытащу. Ну, так, первый налим, ребят, 9 часов. Погнали. Многие ребят спрашивали: Андрюха, что будешь делать, если вот нарвешься на волка или на волков? Да хрен, ребят, знает, что буду делать. Не знаю, реально не знаю. В любом случае буду биться до талого. Но просто я не могу на этот вопрос ответить. Не знаю. Блин, дождь пошел, я что-то выбрался, вышел, промокну сейчас весь. Ну ничего. Блин, в кустах у меня там спокойно. Вообще, а тут ветрище такое. И дождяра херачит. Зря, ребят, ходил. Черви все нормально. Все живое. Травы тут минимум. Но течение тут не особое. Но проверить все равно надо было. 6 часов стояли. Ладно, рвем когти обратно. Дождяра льет, бля. Все сырое. Камера, наверное, все залита. Ладно. Прям на базу. База, я второй. За мной гнунится 8. Вот, ребята, о чем я говорю. Перезабросил донки. Получается, третья от закидушки. Удар на закидушку был. Хороший удар на закидушку был. Давай, родной. Сейчас постоим. Ну, это точно налим был. 100%. Сейчас посмотрим. Постою, покурю, подожду. Хороший удар был, но почему-то выплюнул. Ну не знаю, ребят. Бывают такие моменты, он резко хватает и стоит, пучок заглатывает. То бишь никуда не отходит, ничего.
Бывает то, что так. Бывает он сходу хапает, отрывает, но не секется. Не знаю. Но это конкретная поклевка была. Я был буквально 5 метров от этой закидушки. Ну, времени терять не будем. Бывает то, что быстро перезаряжаешь, перенасаживаешь, закидываешь, и буквально сразу же поклевка. Он где-то здесь недалеко. Но я простоял минуты 3-4, наверное. Надо проверять, смотреть. Ладно, посмотрим. Оп. Да, есть вроде, ребят. Засекся. Вон он, да, ребят. Я же сказал. Мелкий, зараза. Ну и что там? Как дела у тебя? Нет, он, ребят, видите, он взял. Получается. Хапнул. Сходу хапнул. Все четко. Классика жанра. Взял сходу и стоял, больше не звонил. Такой же сопливый. Ну ладно, ты это даешь. Это бонус Андрюне. Давай, деда, зови. Зови деда. Вот закидушка приносит второго налимку. Ну, который пойдет домой. За дедом. Да, бродяга? Давай, плыви. Вот так как-то поклевочка, ребят, произошла. И стоял на месте. Просто стоял на месте. Ну, потому что не крупный. Крупный бы раскачивал. Крупный уже бы делал вещи. Кстати, на закидушке, ребят, поклевок чаще бывает. Во-первых, это деликатная снасть. Я здесь ставлю поводок намного тоньше. И как-то работает она лучше, чем, допустим, донка, потому что там грубая снасть, конкретно грубая снасть. Как бы ни было. Возможно, эта закидушка нам принесет сегодня достойную рыбу, которую мы заберем домой. Но в траве вот это, ребят, тяжело рыбалить. Все мешает. Давай, кормилица. За дедом. Оп. 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 Все. Налимчик. Никодимчик. Второй налимчик, закидушка. 10:30. 9 часов 10:30. Ходит мелкий налим. Ну, где-то и крупный должен быть. Самая моя неудобная донка на сегодняшний день. Сматка идет в воду. И забрасывать очень неудобно. Сразу по возможности убираю траву. О, есть налимчик, ребят. Вышли на охоту. Блин, такой же шнур. Такой же шнур. Третий на сегодня. Засекся. Вообще слабенько. Благо вот крючок острый. Позволяет. Шнурочочек, шнурочочек. Малыши, карандаши. Вы о чем? Давай. За дедом. За дедом. Ну, можешь бабушку позвать. Как бы тоже не огорчимся. От бабушки не откажемся. Да, даже от бати. От бати. Или от старшего брата. Короче, с ума схожу тут. Сам с собой разговариваю. Ну, как сам с собой? С какой-то частью с вами. Так, ребята, вот эта зарядка у меня 10:30 самая основная. Добавляю свежих. Благо крючок острый, секет.
Так что к крючкам я отношусь в плане как-то так, потому что тут что-то непонятки. Добавим. Черви на исходе у меня вообще капитально. Ну, одна поклевка может оправдать всю рыбалку. Пробуем. Неудобная донка, ребят, вообще неудобная. Опа. Какой-то А нет, все нормально. Думал, недозабросил. Все хорошо. Все хорошо. Вода холодная. Ну что, ребят, что-нибудь приготовим, наверное, да? Я думаю, да. Чебурек чебуреком. А горячего-то надо. Смотрите, ребят, есть такая штукенция у меня. Жик-жик. Пару банк сейчас достанем. Чувствуется прохладно. Замок полетел. Сумочка сломалась. Не понял. О, задеет немного. Надо как-то ее настроить. Сюда вот так поставлю. О, ништяк, ништяк. Китайцы, блядь. Так, ну что, есть у меня, как обычно, плита всегда со мной. На всякий момент. Конечно, комфорта мало. Сижу на спальном мешке. Ой, на спальном мешке, говорю, на дождевике. Достанем досочку нашу походную. Так. Помидорки. Так, кофе не допил. Надо убрать. Хлебушек. Так, тут что у нас? Лучочек. Лучок нам понадобится. Чесночочек в любом случае. Есть, ребят, мясо. А мясо это хорошо. Мясо это хорошо. Так, ну чё. Поставим сковородочку на огонь. Пускай она у нас разогревается. Вот здесь как на плите будет. На углях нормально. Нарежем мясо. Сейчас, правда, какую сторону посмотрим. Вот эту сторону возьмем. Вот так. Вот так клево. А вот так нормально. Возьмем сало. Мужику, говорит, надо мясо. Так. Так. Теперь, ребят, вырежем сало и мы его растопим. Мы его растопим.
И приготовим все на сале. Будет вкусно. Это мясо, а это мы растопим. Сейчас мы все это дело растопим. И будет у нас масло. Помидорчики свои, ребятки. Мягенькие. Тоже нарежем. А вот таким способом. О, уже такие мягенькие какие-то. Так, добавим газ немного. Вот сюда. Нормал. Поперчили, посолили. Так. Помешали. Отлично. Ну что, ребят, красота получается. Мясо получается в таком чесночно-луковом соусе. Помидор дает такой бульончик. Отлично. Ну еще 5 минут и готово. Все, родные. А запашок-то, запашок. Горяченькая. Хлебушек. Ну и все. Сейчас, ребят, перекусим все это дело. Запьем чаечком. И будет классно. Что, пробуем? Люблю, ребят, вот эту тему. Вот эту. Огонь. Огонь вообще. Ну что, всем приятного аппетита, ребят. Давайте со мной за компанию. Налетаем. Что ни на есть на природе, да, ребят? Все сейчас спят буквально. А кто-то сидит тут на берегу реки, непонятно где. И кушает жареное мясо. А вот так. И ловит на лиму.
Ну вот, ребятки, чаечек подспел. Как раз уже доедаю. Чаечек, чаечек. Где ты, мой чаечек? Оп. Оп. Пару щепоток хватит. Немного в сторону уберем. Пускай заваривается. Сюда, наверное. Вот так. Медленно кипит. Нормально. Ну, затарил костер, ребят. Мелкие, они быстро прогорают, блин. Очень, конечно, некомфортно, допустим, если даже кимарнуть часик. Не хватает вообще. Ну да ладно. Пьем чаечек. Ох, как хорошо. Как давно хотел кострового чайку попить. Сладенького. Чайковского спьем. Посидим чуть-чуть. Но опять же на проверку. Больше вариантов я не вижу. Только ходить, проверять, проверять, проверять. Чаечек, ребятки. Хорошо. Возле костерка. Сейчас все разгорится. А то пока готовил, да пока котелок висел, все потухло. Ништяк. Что у нас по времени? Самый пик налима, ребят. Ну пока карандаши, малыши. Ожидаем, что ждем. Посмотрим. Ребят, вроде такая штучка ни о чем. А вот так вот в палатке, в лагере можно сидеть. Нормально, значит, освещает. Ну, так даже вон вокруг. Я что-то забыл за нее, вообще в рюкзаке валялся. Так думаю, может пригодится. Место не занимает, легкое. Что прикольно, еще гнется по-разному. А так вон, шикарно вообще. Сижу без фонарика. Нормальная тема. Да, и ничего не надо таскать с собой. Прикольно. Вот так постелил пакеты, ребят, в рюкзаке есть у меня. Мусорный дождевик, чтобы спина не промокла. Ну, одену бушлат с воротничком таким бобриным. Ну и прилягу. Так, чуть-чуть отдохну. Просто реально немного, ребят, замотался. Тяжело. Ну, в тем плане, как тяжело. С трех я уже здесь. Скоро будет как 12 часов я уже на рыбалке, получается. Ну, плюс эта ходьба до этого. Надо немного кимарнуть. Так, спать не буду, просто немного так. Глаза закрою. Полежу, короче. Ну, соответственно, спать не буду. Костер, если усну даже на 15 минут, то нормально. Костер у меня бодрый. Будет гореть примерно час. Как раз мне хватит. Че, ребят, как я вам? Нормал? Таежники номер 6. Налив не берет, вода прет. Все, что я могу сказать.
Лампочка Ильича светится. Понравилась мне эта хрень, ребят, реально. Если что, реально можно где-нибудь, опа, и она выручит. Ну вот так приземлился. Бушлатик тема. Еще штаны от него есть, манжеты, ребят. Вот капюшончик. Энцефалитка. Опачки. Ну и вот так вот клево, ребят. А вот так нормально. Киборнем. Ну так я полежу, чисто не знаю. Сейчас книгу электронную достану. Ну, с телефона. Почитаю. Просто прилег чуть-чуть отдохнуть. Ну и вот как-то вот оно так. Ну будем ждать звоночка. Час дам себе отдохнуть. Так хожу каждые полчаса. Так часик дам себе отдохнуть. Вот оно вот так. Ребят, доброе утро. Наконец-то малость дождь закончился, блин. Вообще поливал, наверное, часа 3. Все сырое, ребят, насквозь вообще. Сейчас поставил чаечек. Вот благо вот этот навес у нас, ребят, спас мальца. А так вообще хана бы было. Я вот здесь краешком так сидел. Костер уже как бы, ну, не особо нужен был. Сидел в бушлате вот так. Ну, короче, дождались утра. Скоро будет рассвет. Короче, налим так, ебать, ребята, и не вышел. Не знаю, почему, причина какая, в чем. Но факт остается фактом. Ну, сейчас попьем чай. Все равно пойду перезакину донки. Будем до последнего. Немного червей еще осталось, так что добиваем, ребят. Ночь тяжелая, сложная, но она такая рыбалка, ребят. Она такая и должна. Что, ребят, потихоньку собираюсь. Все, тут уже расцветает у нас. Собираю вещи, раскладываю. Сейчас приду в поселок. Ну, сегодня без трофея. Вода, ребят, реально прет. Ну, зато вчера порадовал. Вот смотрите, я проночевал всю ночь. С 3 дня, получается, до 7 утра. Соответственно, я был на рыбалке почти сутки. 3 налимчика. Куча травы. Куча забросов. Все. А позавчера просто пришел, поставил донки. Закинул, ушел домой, поспал, выспался. Пришел утром 4 налима. И один из них бонус. Вот где, ребята, логика, где справедливость. Ну ничего, зато кайфанул. Погода, конечно, не дала. Ну, нам не привыкать, так скажем. Чай пью, собираю вещи. Все сырое, правда, насквозь, блин. Но это кленка хоть спасла меня маленько. И то хорошо. В поселок приду, баньку застоплю. Вещи поставлю в баню сушиться. Перемою всю посуду. Полностью досконально весь рюкзак. У меня еще дома там казаны стоят. Будем закрывать сезон. Потому что тут уже без вариантов. Так, ну это бродягам, бродяжным. Вот так вот. Навес я не буду, ребят, снимать. Ну, пленкой может кто-то сказать, что мусор. Ну, он реально выручил меня сегодня. Так что я оставлю. Может, охотники какие-то будут. Местечко хорошее, понравилось мне. Ну, как понравилось. Такие джунгли. Немного вот повырубал, пополамывал. Вот так все почистил. Бутылки все тут сжег. Красота, короче, одним словом. Ну и на перволедах мы с Женькой сюда будем ходить. Если что, у нас здесь будет навес, мало ли какая-то пурга. Здесь можно будет чайку попить. Костерок будет. От реки вон буквально 5 метров. Оставлю я этот навес. Пускай он будет. Ну все, ребятки, сейчас самое неприятное в этой рыбалке — это сматывание донок. Вон еще бутылка одна. Бутылок тут вообще много было, оказывается. Я просто не заметил все это дело изначально.
А потом, когда дрова ходил, собирал, вон, смотрите, ребят, почистил кусок просто. После моих походов вот такая тропа образовалась конкретная. Сейчас самое неприятное, да, это сматывание донок. Руки, конечно, руки будут в шоке. Идет дождь мелкий. Тут тропу уже он заливает. Ладно, что, сматываемся, собираем вещи, идем до нижней ямы, там еще 2 донки. И будем выдвигаться потихоньку. Вот такую корягу я выловил. Охренеть, блин. Ребят, смотрите. Подъязок попался. Охренеть, блин. Тихо. С утра. Я недавно буквально перезакидывал. Клюет еще рыба, да? Клюет. Вот такой подъязочек красавец. С утра клюет подъязд. Вода такая грязная, а ясь берет. О, красивая рыбка, да, ребятки? Это не подъязочек, это голавлик. Ну, такую мы запечатлим. Закрытие сезона, ребят. Как там мы его таким образом? Подъязочки клюют, голавлики. Ну давай, закрывайся. Мы его отпустим, ребят, конечно же. Красивая рыбка. Пускай растет и зимой порадует нас. Зимой такой вообще красавчик будет, конечно. Оп. Вода холодная, на удивление рыбка клюет. Ну так. Ну ладно. И тут, ребят, смотрите, такой же головлишка. Охренеть. Головоль с утра вышел, ребят, смотрите. Тоже попался. Вот это да. Сейчас бы фидорок, да, ребята, посидеть. Красавец. Красивая рыбка. Ну чё, не будем мы уже трогать. Как говорится, сытнее мы от этого не будем. А приятно поддержать было. Ну. Хорошие голавлики такие. Но зимой таких надо ловить. Давай, дружище. Красавчик. Вот так. Ну, значит, ребят, не все так плохо. 3 налимчика. И голавлики вон пошли с утра клювакать. Да, охренеть. Вода вон грязная, муть такая плывет. А белая рыбка клюет. О, как оно, блин. Хоть иди на фидер сиди. Вот видите, ребят, это опять же такая движуха. На, с утра, да, поклевочки. Причем тут доночки рядышком стоят. Ну, он взял уже. Жадно берет, хватает, он глотает. Нормально глотает. Пучок червя. Ну что, ребят, все, собрался. 6:30 утра. Надо выдвигаться. Еще впереди
2 доночки надо подзабрать. Может, что-то там зацепило за ночь. Да хотя навряд ли. На удивление попалось 2 головля. Вышел головль сейчас, ребят, получается. Но это на удивление, потому что многие думают, там, что удивляться, ребят. У нас север, у нас зима уже конкретная. Допустим, на Печоре уже на мотособаках катается. Саня Устаев, привет тебе. Вчера созванивались, говорит, на мотособаке катался. Зима, снег уже лежит. Но я, наверное, закрылся, потому что вот у меня еще пару выходных. Мы с вами еще погуляем, куда-нибудь сходим. Но с рыбалкой уже, конечно, все. Я думаю, все. Все, за мной чистенько, ребят, как обычно. Ни окурочка, ни бычочка. Все убрал. Дровишек, конечно, вон столько золы, ребят, смотрите. Видали? Немного так подкосил плантацию. Ну ничего, навес оставляю. Идем до ямы. Забираю 2 донки. Ну и выдвигаемся до дома. 3 километра на одном дыхании. Ребят, помните, ставил палочку. Вон где вода, а вон где палочка. Вода прибывает. Причем неплохо, блин. Все, собрался. Досконально забрал эти 2 донки. Пробираемся до дому. Сейчас финишная прямая по реке Сысоли. Так немного грустно, ребят. Закрылся. Речки такие пустые. Никого нету. Утки не летают. Все. Теперь зима. Долгая зима, которая длится почти полгода. Да. Ну, каждому свое время. Погнали на поселок.